Вначале, как всегда, было слово. Группа матерей, чьи дети сложили свои головы за родину, попросила бывшего президента Абхазии Александра Анкваб вернуться в политическую жизнь родной страны и принять участие в предстоящих парламентских выборах. Затем то же самое сделала группа товарищей, представляющих творческую и научную интеллигенцию. За матерями и интеллигенцией подтянулись и политики. Руководители общественных политических организаций, в основном оппозиционного толка, обратились к Александру Золотинсковичу с аналогичной просьбой баллотироваться в парламент, так как эта инициатива, по их мнению, послужит началом не только преодоления раскола в обществе, но и активного продвижения законодательных инициатив, жизненно необходимых Абхазии. А уже в заснеженный понедельник, преодолевая сугробы и гололедицу, инициативная группа сторонников Александра Анкваб, официально зарегистрировавшись в Центризбиркоме, выдвинула его кандидатом в депутаты по Сухумскому округу номер 3. В общем, он возвращается к активной политической жизни. Впрочем, откровенно говоря, Анкваб из этой самой абхазской политики и не уходил. Находясь в Москве, он бесспорно оказывал влияние на ситуацию внутри Абхазии. В чрезмерной активности блока оппозиционных сил, неустанно требовавшего отставки президента Рауля Хаджимба, вклад Анкваба фактически неоценим. Тем не менее, добиться поставленной цели сатисфакции, то есть досрочного ухода со своего поста Рауля Хаджимба, не получилось. Как известно, 15 декабря после очередного витка конфронтации между властью и оппозицией стороны все-таки пришли хоть и к худому, но все же миру, заключив между собой компромиссное решение. В обмен на ряд должностей в структурах абхазской власти оппозиция, точнее ее большая часть, взяла на себя обязательство не требовать досрочной отставки президента. И теперь Александру Анкваб надо вписаться в эту реальность. Насколько он готов к этому, вопрос риторический. Я далек от иллюзии, что возвращение в активную политику Анкваба поспособствует преодолению раскола. Здесь все так запущено, что, боюсь, и Господь Бог не поможет. Возвращение Анкваба – это вызов скорее не власти, для которой он в любых измерениях и статусах отрицательный элемент, а для самой оппозиции. Ибо именно она теперь становится перед выбором, каким путем ей идти. Бесконечная эксплуатация ностальгических чувств по счастливому прошлому, олицетворением которых является сам виновник торжества, в любом случае тупик. Условный коммунизм с его бесконтрольным изобилием закончился еще при президентстве самого Александра Золотинсковича. Не будь этого, он до сих пор сидел бы в этом кресле. Реванш, то есть возвращение Александра Золотинсковича на самую верхотуру власти, тоже невозможен. Даже если всем народам желать этого, конституционные ограничения никто не отменял. Преградой будет не только возрастной потолок, отмеренный для кандидатов в президенты. Напомню, что Александру Анкваб 64 года. Но и ценз оседлости. Конечно, используя авторитет и влияние бывшего президента, можно привести к власти его ставленника. Но это уже будет не президент Абхазии, а просто ставленник Анкваба со всей сопутствующей этой роли безответственностью. Но у оппозиции есть и другой путь. Назовем его условно прагматичным. До сих пор единственным объединяющим звеном для блока оппозиционных сил и сочувствующих ему организаций было прошлое. События 27 мая 2014 года, в результате которых Анкваб перестал быть президентом. Других каких-либо идей, кроме как вышибить клин клином, этот союз, увы, не скреплял. Сейчас же, если отталкиваться от договоренности от 15 декабря, у оппозиции появился шанс больше смотреть вперед, нежели оглядываться назад. То есть рождать идеи, создавать программы развития, предлагать, обсуждать, спорить. Это именно то, что нам, как воздух, не хватает. Да, с этим намного труднее, чем просто собрать людей на митинге и с надрывом кричать «ату его». Но без этого соперничества и идей нет будущего, не только у оппозиции, но и у самой абхазской государственности. Прецедентов, когда народ выигрывал войну, и затем его правители разбазаривали достигнутые завоевания в силу отсутствия у них конкурентоспособных идей, предостаточно. Конечно, можно еще какое-то время, размахивая портретами своих кумиров, идти стенка на стенку. Но насколько это будет продуктивным? И это уже не риторический вопрос.